Работа Республики Башкортостан на Петербургском международном экономическом форуме продолжается. Правительство региона уже подписало соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «Роскосмос». И теперь есть надежда, что предприятия, которые находятся в сфере ведения этой компании, Салаватский химзавод, сохранят. Помимо этого, на ПМЭФ-2021 правительство Башкортостана подписало соглашение с компанией ВТБ и госкорпорацией ВЭБ-РФ, и это ускорит строительство восточного выезда из Уфы, а переговоры с королевством Бахрейн открывают для региона сотрудничество со странами Персидского залива. Петербургский международный экономический форум продолжается. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, я очень рад в такой команде находиться здесь, на сцене. И представлены исполнительная власть, законодательная власть, представители общественных объединений, бизнеса. И я абсолютно уверен, что как в доковидный, в ковидный, послековидный период мы только вместе можем решать задачи по пропаганде спорта, по реализации стратегии, которая в прошлом году правительством была принята до 2030 года. И ковид, он лишь, мне кажется, как и любой кризис, позволил нам более внимательно подойти к элементам взаимодействия, потому что, как и в жизни, и в спорте тем более, здесь один за всех, все за одного. Сегодня, конечно, есть достаточное количество проблем. Хочется о некоторых из них все-таки поговорить. На самом деле очень нас волнуют сельские территории. Сегодня мы понимаем, что 35 миллионов людей у нас живет в сельской местности, и там действительно катастрофически не хватает и спортивных объектов, и недостаток тренеров, а это тоже очень важно. Мы же понимаем, да, что даже построив объект, надо, чтобы на нем были профессиональные тренера, которые могли тренировать наших детей, а здесь сразу складывается все в одно. Нам нужно массовость увеличивать в детско-юношеском спорте, нам нужно как можно больше молодежи привлекать в спорт. И поэтому, опять же, строительство тех объектов, которые запланированы, а министерство, и мы к этому подключаемся, сегодня пытается увеличить. Если мы посмотрим на хорошо зарекомендовавшую себя программу «Сельский доктор», то у нас по 17-20 человек на место в регионах было, потому что есть дотации, есть программа федеральная, которая просто замечательно работает. Поэтому нам и нужно и сегодня по сельскому тренеру, о котором мы говорили, которому мы предложили, чтобы также была принята федеральная программа для того, чтобы мы могли поддержать молодых специалистов, которые с удовольствием поедут в сельскую местность работать, если опять же получится стимулирование. Поэтому действительно проблем много, но самое главное то, что мы понимаем, что вместе нужно работать. На этом хочу закончить. Спасибо. Сегодня, когда мы можем анализировать прошлый, первый пандемийный год, санитарные ограничения, отказ от соревнований, но благодаря Раде Фаридовичу Хабирову мы дали старт лучшим борцам России на лично-командном кубке в Уфе. Да, большие вложения в инфраструктуру. Пришлось изменить ситуацию с проведением. Санитарные ограничения по допуску, ранжирование публики. Но ребята получили уникальный старт. И я могу сказать, для многих участников сборной команды национальной это был единственный соревновательный опыт за прошлый год. Мы должны говорить о том, что на фоне беспрецедентного давления на Российскую Федерацию у нас остались в календаре в международном замечательные события. Первенство мира, которое пройдет опять же в августе в Уфе. Чемпионат мира, который закреплен за Красноярском по борьбе. Чемпионат мира по волейболу в Новосибирск. Под событие, под первенство мира заложен камень и будет дворец спорта, дворец единоборств. Но нужна пропаганда. Сейчас есть предложение поговорить о том, как спортсмены готовятся пока еще у себя по домам на своих территориях к Олимпийским играм. И в этой связи хотел бы сказать, что буквально 10 дней, 2 недели назад Радий Фаритович провел первое заседание Совета по спорту при главе. От республики готовятся около 30 кандидатов в олимпийскую и паралимпийскую команды.
в Токио. И буквально через 3 месяца перед республикой стоит очень важное испытание — проведение первенства мира по борьбе, чемпионата мира среди молодежи. В это самое время этих ограничений. Радий Фаритович, вам слово. Спасибо большое, уважаемый Олег Васильевич, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Я хотел просто поделиться своими 2 соображениями. Знаете, вот в Древнем Риме был один сенатор, который всегда начинал свое выступление с фразы, вы помните, Карфаген должен быть разрушен. Я не про разрушение, я про другое. 3-й год подряд я не просто говорю, а, собственно, я реализовал один проект, который называется «Сельский тренер». Об этом очень приятно Борис Романович сегодня сказал. Мы действительно единственный регион в Российской Федерации, которые в рамках своих бюджетных возможностей приняли программу «Сельский тренер». Очень простая. Но это возможности нашей республики, которая тоже не безгранична. И возвращаясь к фразе про Карфаген, все-таки я думаю, что мы должны всеми нашими усилиями довести до того, что должна быть федеральная программа поддержки тренеров. Знаете, мы можем строить суперсовременные спортивные объекты и так далее. Но я много насмотрелся и видел разные спортивные объекты. Если там нет тренера, он мертвый. А если в каком-то захудалом таком маленьком дальнем селе или городке появился тренер, там все живет, там бурлит, и мы спасаем детишек. Вот для меня лично, это мое внутреннее убеждение, для меня спорт – это национальная идея. Это сердце государственной политики, той, которую я провожу в качестве главы республики. Потому что я точно понимаю, что вот для меня спорт – это как патриотическое воспитание гражданственности, это то же самое, как любить Родину и так далее. Почему? Потому что вот мы рассуждаем так. Воспитание дадут семье, в школе дадут знания, а вот сделать человека человеком – это спорт. И вот если мы с вами возьмем вот простого среднестатистического паренька, стоит вот перед нами там ему 12 лет, ушастый, худой, там, у него в голове 1000 тараканов. Вот что ему нужно на самом деле, если нам задуматься? Первый тренер я уже сказал. Теперь второе. Обратите внимание, сейчас, если мы раньше бегали за околицы, то сейчас детям просто негде бегать. Школьные стадионы в ряде случаев превращены в защищенные бастионы, куда не пройти. Значит, мы у себя в республике приняли решение, и антитеррористические нормы нам позволяют, что при тренере мы открываем школу, и, соответственно, дети могут там на стадионе позаниматься. Но они тоже уже устарели. Значит, приведу простой пример. Ландшафты наших городов сейчас существенно меняются благодаря шикарной программе Министерства строительства, которая называется «Городская комфортная среда». Я сам активно этой программой занимаюсь. Что происходит? Значит, собираются жители. Бабушки говорят, сделайте мне сквер. Молодые говорят, сделайте мне парковки. Мамочки с колясками говорят, сделайте мне детскую площадку с мягким покрытием. А ушастые пацаны, нам бегать негде. Понимаете, вот нам либо нужно вместе подумать, Олег Васильевич, синхронизировать эту программу с Минстроем. В эту программу, вот Республика Башкортостан каждый год получает 1 800 000 на ФКГС, ну, федеральная программа комфортной среды. У меня нету там показателя спортивного объекта. У меня нету показателя мягкой волейбольной площадки или еще чего-то. Но если в эту программу добавить к моим там 1 800 000 200 миллионов, то в масштабах страны это совсем небольшие деньги. И четко сказать, что в конце я должен плоскостные сооружения уличные, значит, обеспечить, это будет существенный рывок. Уважаемый Олег Васильевич, благодарю за возможность высказаться, Георгий Павлович. Спасибо большое. И всех коллег приглашаю в августе на чемпионат мира по спортивной борьбе. Будет интересно. И заодно республику посмотрите. И вкусно. Спасибо. Спасибо большое, Радий Фаритович. И, конечно, первенство мира среди молодежи, мы его называем чемпионат мира среди молодежи по спортивной борьбе. И обязательно там будем. Спасибо. Радий Фаритович, мы сейчас слышали ваше выступление на стратсессии «Спорт против COVID-19». Я, честно говоря, задала себе вопрос, а вы смелый, так можно? Вот с министром, по сути, вы, можно сказать, не оставили шансов других, потому что вы внесли дельное предложение, но я не знаю, согласовали вы его заранее или нет. Как это работает вообще? Так, наоборот, мне кажется, мы с нашим министром одинаково мыслим, потому что, я уверен, он и спортсмен, и он руководитель спорта в стране. Он понимает, что мы решить те задачи, которые стоят, мы не сможем без тренеров. А тренерам живется не сладко. Я вот приводил же пример, что
даже когда мы грант даем тренеру, 600 тысяч нас, их у нас очень мало, потому что здесь нужна федеральная поддержка. Так вот, Так тренеру не хватает денег. Так тренер мне говорит, я не могу ваш грант реализовать, потому что даже если я там сделаю первоначальный взнос за квартиру с этим грантом, то у него не будет денег потом выплачивать, соответственно, ежемесячные платежи. Поэтому... А вы предложили на федеральном уровне поддержать, вернее, организовать меры поддержки для тренеров? Да, у нас же есть федеральная поддержка по врачам. Поэтому здесь я полагал, что было бы здорово, если бы такая же программа была по тренерам. И плюс у нас есть еще программа, называется «Работники сельского дома культуры». Это тоже программа. Спасибо. Вы на стенде Республики Башкортостан. Да. Красиво? Очень. Красиво, убедительно. Молодцы. Это мы очень все показали. Очень хлебосольно. Очень хлебосольно, как всегда. Хлебосольно, я имею в виду и люди расположенные к вопрошающим. Я смотрю, девочки, кто рассказывает и раздает раздаточные материалы, все литературу. Молодцы. Расположенность к людям. У нас с вами есть совместные проекты. Ну, конечно. Мы двигаем спорт. У нас с вами основной проект – это борьба. И то, что Башкортостан сделал впереди всей Российской Федерации, это тренеры, которые приедут на село, которые получат подъемные, которые начнут давать возможности приобщиться к азам правильных ценностей спорта в сельских районах Башкортостана. Это будущее нашей страны. И я надеюсь, что этот опыт будет очень положительным. Если говорить о городах, включая республиканский центр, конечно же, это борьба в школу. Ну и то, что в августе пройдет первенство мира, для нас это по борьбе. По борьбе, да, по спортивному. Но я скажу, что в год тяжелейший пандемийный, в прошлый, благодаря возможностям Башкортостана, да, личная позиция Ради Фадеевича Хабирова, мы смогли дать единственный старт сборной страны, проведя у вас кубок личной команды по борьбе. Поэтому традиции хороши. Сейчас задача наша общая в одном. Чтобы появился повод гордиться олимпийскими медалями в Башкортостане именно по борьбе. У нас достаточно солидное представительство на Олимпиаде. Мы надеемся, что у нас будут результаты. Я же не сказал, что у вас со спортом не очень. Я сказал, что в борьбе нам нужны олимпийские медали из Башкортостана. А вот сейчас на старт-сессии «Спорт против COVID-19» то предложение, которое озвучил Ради Фаритович Хабиров, чтобы на федеральном уровне поддержать наши начинания. Есть такая вообще возможность, как вы думаете, есть перспектива? Я вижу по реакции министра, что это очень правильное, очень рачительное на самом деле предложение. И я надеюсь, что это обретет уже статус не республиканский, а общенациональный. Мы говорим о льготах для сельских тренеров на федеральном уровне. Даже не о льготах, мы говорим об адресной помощи, о том, чтобы они могли приехать и не только получить подъемный, не только улучшить свой, дом построить или квартиру купить, но и самое главное, чтобы уровень дохода позволял им дальше двинуться в ипотеку, чтобы он не был очевидно мал. Может быть и не в ипотеку при нашей помощи. А может быть и не в ипотеку, да, вы правы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. У нас, если вы слышали, в республике есть пещера Шульганташ. Слышал, конечно. Да, и вот видите картину, мы там образ создали, сзади. Наскальные рисунки первобытного, по сути, человека 17 тысяч лет назад им. 17 тысяч лет истории. Изображены мамонты, носороги. Это один из фрагментов мы просто так сделали очень. Носороги даже? Носорог шерстистый, причем там прям видно шерстистый носорог. То есть все это мешало. Да. Съели, видимо. И это, понятно, это особый объект. Мы там сейчас строим музей, поэтому как-нибудь, если будете, приглашаем. Очень интересно, я с удовольствием приеду. Надо просто подумать, когда это можно сделать, чтобы это удобно было. И чтобы это совместить с полезным делом. Да. Поскольку мы все-таки так или иначе сотрудничаем тесно с Башкортостаном. Я вам скажу, что у нас традиционно очень много ребят из Башкирии учатся. И сейчас учатся, и даже в советское время, когда я учился, было много. У меня два моих близких друга из Башкирии. Посол Исаков. У нас несколько послов Российской Федерации, Советского Союза. Так что такая хорошая школа. И несколько раз мы подписывали разного рода соглашения, в том числе с университетами, но они, так сказать, occasional
реализуются какие-то положения, но вот такого системного сотрудничества, которого мне кажется было бы нужно, нет. А системное сотрудничество, я предполагаю, ныне очень правильное и доказавшую на нашей практике свою эффективность форму, это сетевые программы, сетевые университеты, которые осуществляют, тут программы сетевые на базе разных университетов, которые осуществляются во взаимодействии двух университетов, иногда трех, но двух достаточно, потому что три уже начинают организационно создавать проблемы. По некоторым программам, в частности, если говорить о нас, то это возможные программы, связанные с МЕПом, нашим Институтом маркетической политики, тем более, что у нас есть общение с вашим университетом, Уфимским. Программы, которые мы сейчас затеваем, и они связаны с медициной, в том числе, и сотрудничаем с вашим медицинским институтом. Мы создаем сейчас такой медицинское подразделение, ГИМО-МЕД называется. Оно будет не факультетом, а будет отдельно. А оно будет чем? Образовательным. Образовательным? Лечебное дело будем готовить. Дело в том, что врачи, это инициатива и Марка, и Муравьева Андрея. Врачи у нас хорошие, но они совершенно не знают иностранных языков. А это будет на площадке вот Московской области, да? Это будет, да, в Одинцово и на площадке Лапина. То есть вся клиническая подготовка будет, врачебная будет на площадке Лапина и других структур. Вот последние 2-3 года мы очень серьезно занялись развитием высшей школы нашей. Она у нас такая мощная, но мы не участвовали во многих федеральных программах. Вот первая себе цель, которую поставили, это НОЦ. И мы прошли конкурс тяжелый, и мы получили статус НОЦ. У нас евразийский НОЦ с очень хорошими перспективами. Ну, вы знаете, сейчас уже гранты мы первые получили. Ну, там их поделили, но 128 миллионов рублей, которых никогда у нас как бы так вот сверху прилетело, не было. Поэтому отправим на стажировку и молодых ученых, и аспирантов. Второе движение у нас идет по укреплению вузов. Но у нас сейчас появляется шанс участвовать. У нас появляется шанс на мегагранты и так далее. С медицинским университетом мы решили, мы все, что вот есть периметры, вот мы у нас, вы знаете, Молдашевский центр офтальмологический, мы его передали медуниверситету. Наш НИИ глазных заболеваний передали медуниверситету. Сейчас в медуниверситете мощнейшая, я думаю, она где-то третья, наверное, в России офтальмологический центр формируется. То есть мы пошли по этому укреплению. Мы более плотнее сейчас войдем в историю системной работы с целевыми наборами. Потому что республика опять развивается и двигается. У нас такого качества нету. Нам бы очень хотелось нашу молодежь, талантливую, чтобы была возможность все-таки пройти в той или иной форме взаимодействия с вашим вузом. Ну, сейчас ведь вы заявки не делали на целевой прием? Не делали. Вот мы хотим вот эту работу наладить каким-то образом. В этом году уже проехались, Да, будем готовиться к следующему году. Хотя некоторые коллеги ваши сделали, положим, с Дюмином мы уже второй год берем по 7 человек. Будем считать, что вот начало... Мы все время идем по всем этим проектам, и по НОЦам, и по НТС, по всем. Вот, поэтому, если будет таковая возможность, вы бы нам... Я думаю, конечно, я вообще полагаю, что выделение этих целевых мест, оно оправдано только в одном случае, если им будут задействовать регионы. Мы именно эту работу и хотим дать, вот с момента этой нашей встречи, хотим дать старт более тесного взаимодействия. Потому что вот у нас, я еще раз говорю, что так прям в центре внимания все связано с наукой. И самое главное, у нас вроде как получается. Где? Артема? Пока держим. Сюда. Это, кстати... Это вот боевой двигатель, который мы теперь поставляем «Газпрому». Это перекачка газа. Это уже 31-я серия, мы ее начали. Сейчас уже 41-я серия, то есть везде. Но вы знаете, у нас мы производим вертолеты. Научно-образовательного центра мирового. Это уже, да, все сюда уже вошло, да. Нефтяной и авиационный. Раньше такого взаимодействия у нас не было. Благодаря всему, что Радфач поддерживает, у нас получается. Радий Фаритович, форум продолжается. Переговоры уже, можно сказать так, в пике своем, да? Вот уже есть о чем задуматься. Честно говоря, вот я в режиме пока встречи и подписания соглашений и переговоров.
Вообще никакой аналитики, пока не могу сказать ни о результатах. Понимаю, что это все полезно. Наши коллеги партнеры, стоят. да. Спасибо. Для подписания соглашения приглашается глава Республики Башкортостан Хавиров Радий Фаритович, управляющий партнер фонда прямых инвестиций EVG Capital Partners Миргалимов Рустем Габдулхакович. Подписывается инвестиционное соглашение между правительством Республики Башкортостан и обществом с ограниченной ответственностью «Таврос» по реализации проекта создания современного мясоперерабатывающего предприятия по глубокой переработке мяса. Соглашение подписано. Скажите, нам не случайно на стенд зашли? Нет, не случайно, потому что через час господин президент, я его по-прежнему называю президентом, будет у нас на стенде. Поэтому это визит вежливости до. Очень хорошо. Но у нас такой продукции нет. Мы продвигаем, видите, чтобы хорошая история. У вас эти духи. Это нет, аромат, оформлено, я говорю, оформлено. Это аромат степи, а это аромат леса. Мужской. А мужской, да? Я хотел жене сбросить. Мужской. Значит, чтобы продвигать северных амуров по-разному, вот это начнете, это степью пахнет, это лесом. Слушай, я отпишу, я правда отпишу, мне интересно. Да. Нет, ну это правда интересно. А где у нас производят, Александр Геннадьевич? Это мы наняли парфюмера, это запах мы сами создали с компанией Башспирт. И это продвижение, это способ маркетинга товара нашего через запах. А как называются духи? Северный Амур. Еще раз. Поехали, ты мне скажешь, все, да? Хорошо. Радий Хабиров, глава Башкортостана. Добрый день. Добрый день. Эпидемия. Какова ситуация в республике? Все-таки ситуация санитарно-эпидемиологическая, она у нас выправляется. У нас стабильно, спокойная ситуация. Значит, назову просто некоторые цифры. В среднем у нас от 80 до 90 человек каждый день болеют. Она такая уже цифра на протяжении где-то 2 месяцев. Она упала где-то со 120, и вот примерно в этом объеме. Вот я хотел задать вам вопрос. У нас разные точки зрения губернаторов и руководителей, которые здесь сидят. Мы все помним, что президент сказал, что вакцинация добровольная, но есть и другая точка зрения о том, что определенные профессии, там, работающие в образовательной области, социальной, медицинской, должны вакцинироваться обязательно. Вы что думаете? Вот все-таки это касается здоровья каждого конкретного человека, поэтому моя позиция, что слово «должен» в этой ситуации не должно применяться. Сколько сейчас процентов вакцинировалось? У нас, я в цифрах скажу, да. Вот, чтобы у нас население 4 миллиона. Так, миллион детей уберите, вот 2 800, там, 2 900 тех, кого нужно вакцинировать. Мы вакцинировали 350 тысяч. Поэтому по нашим расчетам я и говорю, что нам нужно где-то еще 1 200 000, 1 250 000. 13%. Да. 13%. А как вы думаете, почему люди, которые, по идее, должны заботиться о своем здоровье, беспокоиться о жизни близких, они с подозрением относятся к вакцинированию? Чем объясняют вам? Потом наверняка у вас есть знакомые, которые говорят, я не вакцинируюсь, потому что... Вот я могу ошибаться, мы тоже постоянно, когда на штабах думаем, что бы нам сделать, чтобы человек все-таки вакцинировался, я считаю, самая главная проблема – это война вакцин. Потому что сидит себе человек, смотрит телевизор, он, в принципе, понимает, что нужно вакцинироваться, потому что рядом бабушка Соня умерла от коронавируса. Но когда он начинает смотреть, у него глаза разбегаются. Одна сторона говорит, что вакцина плохая, наша лучше, другая сторона говорит, нет, ваша плохая. И в результате вот навязанная история и, скажем так, не содружество вакцин, а конкуренция, причем жесткая конкуренция на выдавливание, мне кажется, привела к тому, что люди начали сомневаться.
Ради Хабиров, глава Башкирии. Спасибо. Спасибо. Раильфович, устали? Вот сегодня устал, честно устал, потому что сколько сейчас время? Время уже 7. Да, 7 часов, и 7 часов это практически нон-стоп встречи, нон-стоп переговоры, нон-стоп обсуждения, убеждения. Устал, честно устал. Но Республику Башкортостан... Я уже не такой молодой. Ну ладно, вы сильный. Республика Башкортостан слышит, прислушивается. Ну, я вот могу уверенно сказать, что наша делегация здесь ходит с гордо поднятой головой. Конечно, надо дать должное. Мы очень основательно готовились. Понимаете, в этом деле, это в некотором слове та же продажа. Купцы чем занимались, то, чем мы занимаемся. Толкаем свой товар, свою республику. Поэтому мелочей не бывает. И вот вы видели, и мы работали сегодня на нашем стенде. Он реально самый интересный, наверное, стенд, один из самых интересных на этом форуме. Вот история с Шульганташем. Я, кстати, многих своих знакомых, старших товарищей, в том числе и наших партнеров, вот они, посмотрев на это, сейчас все говорят: приедем к вам на Шульганташ. Я вот подобного рода встречам, форумам всегда, знаете, было мнение, что люди просто ездят тусоваться, тратить время. И деньги. И деньги, безусловно, народные причем. Нет. Это важнейший элемент продвижения республики. Это один из, скажем, и научной точки зрения, и доказанной точки зрения. Это один из способов привлечения инвесторов. И поэтому мы обязаны это делать. А инвестиция, опять же, что такое инвестиция? Это приход денег, строительство заводов, это рабочие места, это рост заработной платы. Поэтому я вот честно вам признаюсь, наверное, был бы лет 20 назад, я бы, наверное, от этого даже еще получал удовольствие. Я не получаю это удовольствие. Для меня это труд, очень тяжелый, очень эффективный. Но очень нужный, очень нужный. А эффективность, она подтверждена будет по итогам нашей работы. Спасибо.